Ну и в завершении выпуска нехватка ветеринаров и высокие цены на ГСМ – это основные проблемы оленеводства в Якутии. Такое заявление сделали участники выездного совещания по перспективам развития отрасли. Обсуждение прошло в селе Тополиное Тампонского района. С подробностями Мария Винокурова. В селе Тополиное Тампонского района состоялось выездное совещание «Перспективы развития оленеводства в Республике Саха-Якутия» в рамках республиканского слета оленеводов, посвященного 85-летию Героя социалистического труда Василия Михайловича Кладкина. На совещании были обсуждены перспективы развития домашнего оленеводства и новое в методике составления технологической карты, расчета нормативных расходов стадного содержания оленей, исследования в области циркумполярного оленеводства, состояние медицинского обеспечения работников. Представители оленеводческих хозяйств ознакомились с состоянием дел в оленстадах и высказали свои видения путей развития оленеводства. Кадра не хватает, это самое основное. Вот, и людей мало бывает. Если у нас дальние стада, да, туда боятся ехать. Ну, далеко, 700 километров. А мы стараемся, чтобы как-то зимой другие, а летом отдельно. Среди основных проблем были названы нехватка оленеводов и специалистов среднего звена. Участники круглого стола заострили внимание на общем снижении поголовья оленей в республике. Несмотря на существенную поддержку отрасли, увеличивается стоимость на ГСМ, и в то же время цены на продукцию оленеводства остаются на одном уровне. Хозяйства не все вышли на товарность, и поэтому не могут обеспечить достойную заработную плату. Но есть отдельные хозяйства, которые действительно с учетом производства действительно обеспечивают заработную плату, что мы слышали в выступлениях Нижнеколымского, Усянского районов хозяйств. На совещании были поставлены основные задачи в домашнем оленеводстве на 2016-2020 годы. За счет достижения делового выхода тугутов не менее 64% и сохранности взрослого поголовья до 90% добиться численности оленей до 170 тысяч голов к 2020 году. Средняя зарплата оленеводов должна достигнуть 28 тысяч рублей. Мария Винокурова, Гаврил Семенов, НВК Саха, Хандыга.